Добрый вечер. На ТНВ новости в субботу. В студии Альбина Аслагараева. И вот о чем расскажем прямо сейчас. Невзирая на границы. Конечно, я чувствую гордость. В Казани встретили чемпионов Обилимпикса. Сколько медалей привезли татарстанцы, об этом Рамиль Шайдуллин. За первого ребенка полагается. Для нас помощь очень большая будет в ближайшие дни. Почему выгодно строить семью в сельской местности, расскажет Зарина Ахметова. Готовы к труду и обороне? 12 есть. 14. Как прошел 5-й фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Центре грибных видов спорта, увидел Ленар Гинатуллин. Еще вчера домохозяйки на кухне, а уже сегодня звезды на сцене. Живешь и не осознаешь, что, оказывается, ценностей в семье много. Чем запомнился конкурс для мам Нешкабиль, знает Сергей Хайдаров. Чемпионами становятся. Сегодня в Казани встретили победителей 4-го национального чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью «Обилимпикс». Команда из Татарстана завоевала бронзу. В ее копилке 19 медалей, из них 8 золотых. 3 дня повара, фотографы, дизайнеры и парикмахеры доказывали, что возможности здоровья не самое главное. Главное – мастерство. Победителей встретил Рамиль Шайдуллин. На перроне не протолкнуться от воздушных шаров и плакатов. Встретить чемпионов первыми хотят десятки студентов и педагогов. И хотя дома их не было около недели, для родителей эти дни были словно вечность. Поздравляю, молодец, ты моя умница. Лилия Аскарова инвалид по слуху. Она общается только на пальцах, и руки же ее самое сильное оружие. Лилия парикмахер, по итогам Обилимпикса лучший в России. У меня была большая неожиданность, то, что меня встретила любимая семья, друзья и другие люди. Это дает мне силы в дальнейшем побеждать на различных конкурсах. Это мотивирует ее. Чтобы она не начинала делать, у нее все получается. Я очень рада за нее. Я горжусь своей дочерью. Казань встречает чемпионов. Еще немного, и здесь их будут уже выявлять. В мае в Казани пройдет национальный этап чемпионата рабочих профессий WorldSkills. В августе чемпионат мира. В преддверии казанского чемпионата нам было очень важно показать, что у нас и ребята с ограниченными возможностями, и специалисты с ограниченными возможностями занимают такое же достойное место в нашей экономике. Мы готовились специально к этому турниру, специально создавали возможности для этих тренировок. По итогу 19 медалей, 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. И это на 32 человека. Фактически у каждого второго. Конечно, я чувствую гордость. Хоть и обстановка была на площадке напряженной, но я справилась и принесла республике 2-е место. Чувствую гордость за то, что так много медалей заслужили. Конкуренты были со всей России, что не мешало местами ребятам занимать лидирующие позиции. Первое золото пришло позавчера в фотоискусстве. По итогу же команда из Татарстана берет заслуженную бронзу, уступив лишь Москве и Республике Башкортостан. Рамиль Шайдуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Начали со стихов, а продолжили песнями. Сегодня в Москве прошел молодежный форум с участием Рустама Минниханова. В столице России проживает немало выходцев из республики и студентов, которые учатся в вузах столицы. Именно их объединяет форум, чтобы у молодых и активных не пропадала связь с родиной. Об атмосфере встречи Дина Газалиева. 4-й Московский молодежный форум «Москва-Татарстан», как и все предыдущие, был открыт для всех желающих. Нужно было только зарегистрироваться. В этот раз спикерами выступили не официальные лица, а люди, кто в своей профессии добились особых успехов. Это творческие личности, космонавты, спортсмены и даже кондитеры. Все они связаны с Татарстаном. Начали со стихов. «И свято на подвиг право, во имя твое, во славу и счастье, отчизна мать». Сергей Шакуров, как он сам себя называет, арбатский татарин, задал тон. Продолжили уже песни вместе с залом, неофициальным гимном космонавтов страны. Здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Сергей Рыжиков, уроженец Бугульмы, космонавт-испытатель, и его главный совет молодым – жить высоким и стремиться к своей мечте. Идешь такие вопросы, допустим, сколько вы получаете, какой у вас там достаток и так далее. Знаете, надо немножко жить, на мой взгляд, другими категориями. Надо жить мечтой.
А о том, как побаловать себя сладким и при этом лучшего качества продуктом, рассказывает уже известный кондитер Ринат Акзамов. На вопрос, кто любит сладкие угощения, руки поднимает весь зал, включая Рустама Минниханова. Президент Татарстана традиционно гость молодежных форумов, который проводит полпредства Татарстана в Москве. И сегодня ему выпала почетная миссия – принять капсулу с землей из Калужской области, где в братской могиле похоронены 2255 выходцев из Татарстана. Подводя итог, Рустам Минниханов еще раз обратился к молодым в зале и гостям форума. Держите связь с республикой, приезжайте в гости. Под чемпионат мира мы строим большой крупный выставочный комплекс рядом с аэропортом. У нас есть в планах несколько больших спортивных мероприятий. Мы обязательно вам будем сообщать о всех тех событиях, которые будут происходить у нас, и будем приглашать вас. Еще одним подарком гостям встречи сегодня стал красочный концерт. Дина Газалиева, Александр Ярошов, Марат Закиров, Роберт Муртазин, ТНВ, Москва. Уже завтра принимать поздравления будут самые близкие и дорогие – мамы. Для каждого человека это слово становится первым в жизни. В этот праздник самый лучший подарок для них – внимание и забота. И, конечно, для любимой мамы важно, чтобы в этот день ее дети были с ней. Сходите в гости к родителям или позвоните и скажите ей слова любви и благодарности за самое главное, за жизнь, которую она вам подарила. Совсем недавно мамой стала и жительница Лаишевского района Дарья Мельникова. Символично, что именно в преддверии Дня матери она стала обладательницей президентской выплаты. На что молодая семья планирует потратить эти деньги, Зарина Ахметова. Дарина моя. Имя малышки подобрали задолго до ее появления на свет. Для своих родителей Дарина стала настоящим даром. Помимо большой радости, с появлением девочки пришла и дополнительная мат-поддержка. 50 тысяч рублей по республиканской программе. Семья уже решила, как распорядиться этой суммой. Ребенок развивается. Нужны ходунки, стульчик, также памперсы, ребенку смесь нужна. Поэтому это для нас помощь очень большая будет в ближайшие дни. Таких, как Дарья Мельникова в Лаишевском районе, еще 44 мамы. 11 уже получили выплату в 100 тысяч за третьего малыша. Всего в районе проживает 527 многодетных семей. В сельской местности зарплаты небольшие, поэтому и такая поддержка в общую копилку. Для района это еще и шанс, что семья не переедет в город. Заинтересованы в том, чтобы наши семьи, конечно, молодые семьи, оставались жить в районе. Принятые на федеральном и республиканском уровне выплаты при рождении первого и третьего ребенка является хорошей помощью для наших семей. Получить такую поддержку может каждая мама, проживающая на селе и родившая первого ребенка до 25 лет. Сегодня такой возможностью воспользовались 1807 женщин. В этом году на поддержку из республиканского и федерального бюджета выделено более 6,5 миллиардов рублей. Основной момент: мы должны понимать, что детей рожают не для того, чтобы получать социальные выплаты. Дитя – это плод любви в браке, в семье. Уже завтра все мамы страны будут принимать поздравления. Впервые этот праздник отметит и Дарья Мельникова. Это очень приятно, на самом деле. Очень жду этот праздник, потому что я первый раз встречать праздник в таком моем новом статусе. На цифре 1 молодая семья останавливаться не намерена. В планах рождения второго и третьего малыша. Зарина Ахметова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Лаишевский район. На что еще могут рассчитывать молодые многодетные семьи? В рамках федеральных программ в Татарстане идет строительство и ремонт социальных объектов. Работают льготные ипотечные программы, предусмотрены различные выплаты. Так, с рождением первенца семья может получать ежемесячно 8490 рублей. Есть пособие для родителей, у которых одновременно родились 3 и более детей. На 3 года продлено действие программы «Материнский капитал». Все это часть нацпроекта «Демография». Но что на самом деле главное в вопросах демографии? Об этом мы спросили мам Казани. Это, конечно, личное желание. В первую очередь, социальные выплаты у нас никаких нет. Это первый ребенок у нас. Просто первые 2 сыночка нужна была лапочка-дочка. Вот и родилась 3-я дочка. Для меня было к 30 годам, чтобы у меня было уже 2 детей. Это мое, личное такое какое-то. Любая женщина достигает такого возраста, когда понимает, что чисто интуитивно, что она хочет стать мамой. У нас первое, мы очень хотели, ждали, планировали, то есть, и возраст уже просто хочется ребенку, все. Личное желание для продолжения рода и расширения семьи. Ни в коем случае не ради выплат, только для пополнения. Да, сынок? День мам уже начали праздновать в районах республики. Нижнекамские малыши поздравили поэзией. А вот в Казани развернулся Any Market. Для родителей и детей прошла ярмарка, лекции, мастер-классы. Впечатления в репортаже.
Могут рисовать одновременно двумя руками, то есть левая и правая рука одновременно рисуют. Могут понять, что можно раскрашивать необычными всякими предметами, зубной щеткой, да, что можно раскрасить губку для мытья на самом деле и сделать из нее трафарет. Мастер-классы по лого-рисованию, по лепке и оригами. Развлечения для всей семьи сегодня в Горкинско-Аметьевском лесу Казани с самого утра. Тема одна – подарки для мам. Это сердечко для открытки. А открытка для кого? Мамы. Открой, покажи, что там есть. Что ты сделала? Вот так. Это цветочек. При стирке он замечательно себя ведет. Также есть, конечно же, для наших мамочек. Никак мы не обойдем их стороной. Вот. Тоже просто ткани на разные вкусы и цвет. Вот. Мамочки должны быть дома у нас самыми красивыми, верно? Вот, нравится и мужьям, и деткам. А значит, мамы с детьми здесь могут не только развлечься, но еще и пошопиться. Красивая домашняя одежда, книги, посуда, декоративные украшения для дома, сувениры. Все ручной работы. Такие вещи проводить чаще, больше привлекать участников, чтобы было больше разнообразия, чтобы было интересно людям. Ну и побольше освещения, потому что мы еле-еле эту выставку нашли в интернете. Все есть. То, что нужно и маме, и ребенку. От посуды, одежды ребенку, и игрушки, и развивалки. Только вакцинация может предотвратить заболевание или его осложнение еще до встречи с патогеном. А вакцинация от профессиональных врачей в экоцентре «Дом» развернулся лекторий. Тем на эти 2 дня несколько. Как готовиться к родам, что делать после родов, безопасность и развитие детей. У нас очень сильная программа лектория. В течение 2 дней с 10 до 5 у нас лекции от профессиональных врачей, от психологов, лекции по стилю для мам в декрете, лекции по вакцинации, по воспитанию детей, по технике Монтессори. Any Market ждет гостей и завтра с 10 до 17:00. Мама обожает воз, очень любит кота. Этим именем прекрасно меня дочка назвала. А вот по Нижнекамску сегодня проехал литературный трамвай. Ее знают все на свете, потому что мама, брат, люди взрослые и дети все желают ей удачи. Очень приятно, неожиданно, мы не ждали такого. Ну, думали, как обычно, все это будет происходить в садике. Устроили поездку на трамвае детям. Настроение очень хорошее, очень приятно, что наши детки приготовили нам такой сюрприз. Строки, которые посвятили дети своим мамам, написаны нижнекамской поэтессой Рамзией Валеевой. Она вспоминает свою маму, которая уже ушла из жизни. Моя мама больше 30 лет работала водителем трамвая, и у Рамзии Валеевой есть такое замечательное стихотворение «Моя мама – водитель трамвая». Смотрите, вот мама, водитель трамвая. Я мамой своею горжусь. Колеса бегут по цветущему маю. Я к маме в трамвайчик сажусь. Украсили литературный трамвай тоже по-особенному своими руками. Главной же наградой для ребятишек за поздравления стали улыбки их мам. Альбина Асылгараева, Данил Филатов, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Вчера стояли у плиты, сегодня блистают на сцене. В Казани стартовал 14-й ежегодный конкурс среди мам Ничкиабиль. После отборочных этапов, которые проходили по всей республике, в финал попали 12 участниц. Они поют, танцуют, играют на инструментах и даже отбивают чечетку. Как хранительницы семейного очага разжигали огонь в зрительном зале, увидел Сергей Хайдаров. Еще вчера они занимались бытовыми делами. Стирали, убирались, готовили. Сегодня они словно модели порхают по сцене. В финале конкурса «Ничкиабиль» сразу 12 лучших мам республики. Семья Даишевых из Альметьевска на презентацию вышла в полном составе. У них 11 детей, и каждый на сцене. Нет такого, чтобы дети сказали: ой, нет, мы не будем, да. Их наоборот, нравится. Да, им нравится. А когда мы еще, куда мы еще, это... Поддержка детей очень много значит. В своих визитках участники должны ярко и талантливо рассказать о семье. Когда на сцену вышли Поповы из Зеленодольска, зал замер. Здесь каждый играет на инструментах, поет и танцует. Когда у тебя бабушка играет на фортепиано, мама поет, сына никак не могут отдать на хоккей. Ну а сын-то доволен, что отдали не на хоккей? Конечно. Я уже столько лет на сцене и собираюсь продолжать это.
Прямо сейчас мы находимся за кулисами конкурса «Нешкабиль». Чтобы показать все происходящее здесь, мне пришлось оставить нашего оператора в зрительном зале, потому что здесь просто не протолкнуться. И атмосфера здесь тоже особенная, потому что пока кто-то выступает там на сцене, другие волнуются здесь за кулисами. Если кто-то берет отличным вокалом и шоу, то некоторые простотой и искренностью, словно в театре, разыгрывают историю рождения семьи. Бытовухи, когда вот дни идут рабочие один за другим, живешь и не осознаешь, что, оказывается, ценностей в семье много. А вот этот вот конкурс дал возможность осознать то, что в нашей семье очень много, оказывается, традиций. Участвовать в конкурсе «Нешкабиль» для многих семей республики тоже становится доброй традицией. Как обещают организаторы, она повторится и в будущем году. Уже в 15-й раз. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. До финала ровно недели. Итоги заключительного этапа голосования «Великие имена России» подведут уже 30 ноября. Свой голос в выборе имени аэропорта Казань уже отдали 82 тысячи татарстанцев. Безусловным лидером на сегодня является имя Габдуллы Тукая. Он собрал 59% голосов, а за будущее имя аэропорта Бегишева проголосовало 45 тысяч человек. Сейчас на первой строчке рейтинга Николай Лимаев. Его имя в названии аэропорта предпочли увидеть 49% проголосовавших. Если ваш выбор еще не сделан, проголосовать можно в соцсетях и на сайте великиеимена.рф. Готовы ли вы к труду и обороне? Студенты республиканских вузов сегодня проверили на фестивале ГТО. Это финальный этап. Здесь приняли участие команды из 15 высших учебных заведений республики. Кому досталось первое место? Ленар Гинатуллин. Раз, два, три. Готов к труду и обороне. С такими словами уже второй раз начинает свое участие в фестивале Костя Ксенофонтов. Выступает за КАИ. Уверен, что его команда сегодня доберется до первого места на призовом пьедестале, если у главного соперника Поволжской академии не будет козыря в рукаве. У нас такая из КФУ вот равная борьба, из-за этого мы очень стараемся. Первое место все время делим. В том году, в мае, в общем, мы победили. На республике первое место заняли. В командах, получается, зачете. Такая радость была вообще. Сегодня на финальном этапе 4-го фестиваля Всероссийского комплекса ГТО соревнуются 15 вузов по 4 нормативам. Это прыжки в длину, гибкость, пресс, подтягивание для мальчиков, а для девочек – отжимания. 5, 6, 7. Диляра Тухватуллина представляет Елабужский филиал КФУ. Говорит, что победить хочет, но это не главная цель на сегодня. Не уж победить, чтобы лучший результат показать, и лучший. Судейская коллегия – студенты постарше. Они уже имеют свои значки ГТО, прошли обучение и получили судейские категории. Теперь они дадут испытать свои возможности другим. Они выступили как организаторы, судьи, обучились. В рамках этого проекта «Росмолодежь» были выделены средства на обучение, получили удостоверение государственного образца по повышению квалификации. Судьи определяют команду победителя по количеству заработанных баллов. На выполнение каждого задания спортсменам выделяется определенное время. К примеру, на подтягивание 4 минуты. И количество баллов, которые спортсмен заработает для своей команды, зависит от того, сколько он раз подтянется за эти 4 минуты. 14. 15. Подтянувшись 15 раз, я принес бы своей команде 40 очков, но есть и такие ребята, которые подтягиваются по 30 раз и приносят в копилку своей команды 70 очков. В командном зачете победили студенты Поволжской академии спорта. На втором месте КФУ и замыкает тройку лидеров КАИ. Ленар Гинатуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. А далее все самое интересное в нашей рубрике «В сети» от Армана Костаняна. Всем привет! Ну что, вот и снег на улице, и холод, и эти маленькие кусочки катка, при виде которого у всех возникает желание сразу же прокатиться на них. На дороге уже вышли так называемые олени. Одним словом, зима пришла. Кстати, в Казани открыли новый парк. Парк «Комсомолец». Он находится на пересечении улиц Карбышева и Комарова. Так что милости просим. В таком ключе и будем продолжать. Актуальные новости и смешные видео с мемами. Это рубрика «В сети». Начнем. Я не перестану говорить, что 21 век – это век технологий, и Татарстан идет в ногу со временем. Оператор службы 112 приняла роды по телефону. 22 ноября ночью поступил звонок из Пестричинского района. 32-летняя женщина сообщила о начавшихся родах. Роды принимал муж под руководством оператора 112. Браво! Браво! Я действительно считаю, что это круто. Мужчина большой молодец, что не запаниковал, и оператор, что не растерялась и все держала под контролем. Есть какие-то ощущения?
какой-то холодок. Да. Думаю, что нам нужно пойти дальше. Роды не просто по телефону, а по скайпу. Опять, что ж такое? Извините, пожалуйста. Да-да? Доктор, помогите, я рожаю. Оставайтесь на линии. Окей, Google, как принимать роды? Что? Друзья, но все же думаю, что в данном случае лучше придерживаться традиционных методов. Думаю, каждый из вас ездил на поезде, причем в плацкарте. Да-да, я уже вижу ваши грустные лица. Так вот, РЖД презентовали новый концепт плацкартных вагонов. Ну как вам? Пользователям соцсетей очень понравилось. Очень даже впечатляюще, но это только концепт, который, как правило, отличается от того, что будет. Но РЖД сделали все как надо. В реальности получилось даже чуть лучше, чем планировалось. В новых плацкартах есть специальные шторки, позволяющие пассажиру закрыть свою полку, а также розетки и USB-разъем для каждого места. Ну, лакшери же. А сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «В сети с президентом». Отойдите, пожалуйста. Отойдите, пожалуйста. Это фраза недели. Это произошло на этой неделе, когда Рустам Минниханов приехал на место съемок кинокартины «Зулейха открывает глаза». Захотел сделать интересное видео для нас, а там фотографы весь вид закрыли. Ну и президент им сказал ласково: отойдите, пожалуйста. Кстати, можно использовать это видео на случай важных переговоров. Также президент на этой неделе на набережной Кабана открыл памятник Шигабуддину Маржани. А до этого участвовал в открытии водного комплекса «Мирас» в городе Альметьевск. И, судя по всему, дети были очень довольны. Ну, думаю, все знают этого крутого кулинара и видели его классные ролики. Так вот, друзья, раскрыта тайна съемок его видео. Оказалось, что все не так уж и круто. И напоследок топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. Единый урок по безопасности в сети интернет. Интересно, о чем там рассказывали? Как антивирус установить? Или как правильно пользоваться интернетом? Далее проект «Великие имена России», в рамках которого жители выбирают имена российским аэропортам. И завершает топ и эту неделю День матери. Не забудьте поздравить своих любимых мам. На этом сегодня все. Присылайте свои видео, различные фотографии. Короче говоря, будьте в сети. Пока! А далее выпуски «Прогноз погоды». Я же не прощаюсь. Увидимся в 21:30. Бірнеше ел реттен біз бұл дәрежелі бүлекке лайық бұлабыз. Хәмені зур рахметлерімізді әйтәсіміз келе әлбәтті тамашашыларымыз сізге һәм Бұлғар радиосына. Бұл концертта бары тек сіз яратқан жырларына яңғыраяшар. Демек, 8 декабрь күні Пирамида Бұлғар радиосының милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасында очрашканга кадәр. Рәхим итегез! Только в ноябре удача в придачу в аквапарке «Ривьера». Приходи и получи гарантированные подарки. Имплантация зубов с выгодой более 11 тысяч рублей. Премиальное качество, доступное всем. Городская стоматология 555-44-44. Дорогие мои ребятишки, приглашаю вас на новогоднюю елку «Волшебное зеркало Деда Мороза». Приглашаю всех к Корстон. Оптовые поставки от татарстанского производителя охлажденной, свежей, свежемороженой рыбы, филе судака, полуфабрикатов. 8 986 717 63 97.
Здравствуйте! Поговорим о погоде после полезной информации. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание, 23, телефон 2 167 166. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Спонсор показа – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли и операции на аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. В воскресенье будет облачно и снежно. В дневные часы снег усилится. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики весь день будет идти снег, не ниже -5. На северо-востоке Татарстана немного теплее, -3. Также снежно. На севере республики жители ожидают хмурый день, -3, -4. На северо-западе Татарстана также не обойдется без осадков, там -4. На юго-западе Татарстана 3-4 градуса ниже 0 ожидаются осадки. В центре Татарстана, как и по всей республике, пройдет снег, там до -4. Медицинский центр «Доктор Ост» поможет с проблемами позвоночника и суставов без операций и протезов. Современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. Когда сустав болит невыносимо и отказывается работать как прежде, остается заменить его на протез. Медицинский центр «Доктор Ост» предлагает иные современные решения – ударно-волновую терапию и плазмолифтинг. Благодаря инновационным технологиям стало возможным помочь пациентам любого возраста с проблемами суставов любой сложности, без операций и протезирования. В центре могут помочь уменьшить боль, укрепить суставы и повысить их эластичность. Не терпите боль, запишитесь в «Доктор Ост». В Казани в торговом центре «Франт» открылся магазин «Галамарт». Выбор товара огромный, цены низкие. Спешите за покупками. 24 ноября состоится праздничное открытие магазина «Галамарт». Организатор праздника подготовит для вас конкурсы, подарки, выступления артистов. И главный подарок дня – телевизор. Праздник состоится 24 ноября в ТРЦ «Франт», Фучика, 90, с 10 до 19:00. В Казани жители ожидают снежный день. -2, -4 градуса. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%. Ожидается гололедица. Будьте осторожны. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Спонсор программы – кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Вас ждут по адресу город Казань, улица Чистопольская, дом 55. Телефон 239 17 36. Мама – самый главный человек в жизни. Потребительский кооператив «Семейная копилка» в честь Дня матери объявляет акцию. Только с 21 по 23 ноября действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим пайщикам приятные подарки. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55.